нас МИД обрывает все связи абсолютно. Да, МИД с кем связи имеет? С преподавателями институтов? Ну, где наш МИД работает? Сегодня МИД должен сидеть в Москве, должен между ведомствами договариваться, пойти там, в МИД есть представительство, там, МВД, СГБ, того, там, Минобороны. Они должны договориться, и наш министр должен приехать уже встретиться, ввести тот диалог, который уже договора заключает. А не сам он своему коллеге звонит, сказать, там, когда там будет у вас, давайте пересечемся, давайте. Не должно так быть. Это все делает МИД. Но от того, что ты сзади экраны понавешиваешь и так далее, что это не кушают люди. Или твои там боты будут писать, там Чекрян, еще кто-то будет хрень какую-то писать, от этого что люди проснутся. Он как поросенок верещал и рассказывал, как министр его просил или что-то еще. Сегодня они все мужчинами стали, выходят и разговаривают. Надо говорить правду. Работать надо. И каждый должен работать по профилю. Положите перед министром, он очень грамотный, потому что он учился и знает. Но напомните ему самому, положите перед ним листок А4 и его функционал. Когда он его будет писать, он вспомнит, что он должен делать. Половина наших министров, они даже свой функционал не напишут. Этот напишет, потому что он знает, просто подзабылся, он увлекся тем, что он себя считает будущим примером. Поэтому надо было ему анклаба снести, он ходил в какие-то встречи. Оставьте эти кулуарные моменты. Родине послужи. У него одна трагедия, что в следующем выборам ему нет 35, он себя президентом видит. Он уже через людей просит, чтобы я устроил переворот с оттяжкой ногой, чтобы он пошел. Ну это я не знаю, это нездоровые люди. И они что думают, что эти вещи я в себе держать буду? Не, я очень болтливый, не говорите мне тайны.